серьезные вопросы об экономическом развитии Абхазии. Самое главное, это чуть-чуть черта Можете так откровенно? Самое главное, как говорит Абхазия, Разочаровывались, часто ошибались. бывает. Знаете, мне сложно судить о самом себе. Мы не случайно о политической ситуации в стране. Мы будем говорить уже спокойно, сидя. Настроимся на интервью. В программе «Лидер» на мои вопросы будет отвечать экономист, работник Сбербанка Абхазии Беслан Ачба. Здравствуйте, Беслан. Здравствуйте, Анна. Место наших съемок выбрано не случайно. Мы сегодня общаемся с Бесланом Ачба в Музее денег. Будем много говорить об экономике, но сначала я хотела бы спросить немного про другое. Про вашего отца Юрия Ачба, который был капитаном подводной лодки. Это интересная история. Вы расскажете про это? Отец советский офицер, более 24 лет он отдал своей жизни служению атомному военно-морскому флоту Советского Союза и по долгу службы возил нас по всей северной части того Советского Союза. Это закрытые гарнизонные городки, где жили только исключительно семьи офицеров. И отец был капитаном атомной подводной лодки. Был очень сложный период в те времена. Если вы помните, это была холодная война между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом. И весь вот этот период службы застал отец. А вы бывали на подводной лодке? Я бывал на подводной лодке, правда, на дизельной, на маленькой. Отец плавал на атомных подводных лодках. Все-таки это секретный объект, и единственное, что вот мне довелось просто рядом находиться и видеть, как причаливает атомная подводная лодка. Это грозная боевая единица, способная нести на борту ядерное вооружение. И если говорить о самой подводной лодке, там только одна рубка подводной лодки над водой может возвышаться высотой с пятиэтажный дом. И когда она подходит, она очень большую тень бросает. Такое будоражащее зрелище. Наверное, он подолгу бывал в море, в океане. Вам удавалось с ним общаться вдоволь? Вы знаете, это часть моего раннего детства, я мало чего помню. Но я единственное, что могу сказать, что для моей семьи это был не менее сложный период, если сравнивать его с нашей Отечественной войной. Как мы уже говорили, это была холодная война, это тоже война. Только холодной войной ее называли. И дело в том, что отец уходил в автономные плавания, и они занимали очень много времени. То есть автономное плавание могло длиться от полугода до 9 месяцев. Подводники уходили на дежурство, Атлантика, Тихий океан, и патрулировали, ждали приказа от руководства, патрулируя. Был такой нюанс, немножко история про вооружение. Дело в том, что раньше не было ракет межконтинентальных, были ракеты малой и средней дальности. И Советский Союз очень большие надежды возлагал в тот период именно на подводный флот. Потому что подводная лодка — это боевая единица, мобильная, которая могла подходить непосредственно к побережью Соединенных Штатов Америки и тем самым брать под прицел основную часть всего военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки. Поэтому они были вынуждены уходить в эти автономные плавания на очень длительный период времени, который занимал до 9 месяцев. То есть мы 9 месяцев не видели отца, не знали, как там. То есть была какая-то радиосвязь, когда подводная лодка всплывает, появляется возможность радиосвязи. Но возможность общаться, такой возможности, конечно, не было. Когда он приезжал, как проходила эта встреча, как вы помните? Я единственное, что помню, я был маленький. Я помню, что, конечно, для жен офицеров это был очень торжественный момент. Все собирались на пристани и ожидали, когда на горизонте, это уже по рассказам матери, когда на горизонте появляется маленькая черная точка, и подводная лодка начинает медленно приближаться. И
Самое интересное, что абсолютно бесшумно. Вот. И эта маленькая точка постоянно увеличивается, закрывает солнечный свет, рубка размером с пятиэтажный дом. Вот. И наступал такой торжественный момент, когда жены офицеров встречали после такого длительного похода своих мужей. Это был очень торжественный момент, ожидаемый всеми, волнительный. Вы назвали своего сына Юрием в честь отца. Да, я назвал Юрием сына в честь отца. Вы выбрали не профессию офицера, а вы стали экономистом. Это был ваш выбор? Вы знаете, да, это был мой выбор. Дело в том, что профессия, конечно, бы отец хотел бы наверняка, чтобы кто-то из его детей пошел по его стопам. Но дело в том, что это очень сложная служба, и она требует много выдержки, и не каждый справится. Вот, то есть человек должен обладать определенными качествами, чтобы быть подводником, быть моряком. Вот, я в какой-то определенный момент решил, что военная служба все-таки мне не подходит, вот, и решил в более мирное русло себя посвятить и выбрал экономику. Большое количество специалистов, экономистов влияет на развитие экономики? Вы знаете, я думаю, что высококвалифицированные специалисты в своей области, они трудоустроены, они бесспорно будут оказывать какое-то положительное влияние. Но дело в том, что если мы говорим о множестве экономистов в нашей стране, ведь этот момент должно регулировать само государство. Специалистов должно быть ровно столько, сколько нужно стране. Если в эти процессы государство не вмешивается, не формирует определенный кадровый резерв, необходимый стране, согласно дорожной карте развития республики, то, естественно, может быть дисбаланс. То есть этот момент исключительно должно регулировать, кадровый момент должно регулировать само государство. То есть каким-то косвенным образом, давая льготы по тем специализациям, которые нужны стране. От того, что экономистов много, это как-то влияет Я на думаю, экономическое что развитие? Это не имеет отношения? Не имеет. Я думаю, что навряд ли это оказывает прямое влияние. У нас среднетехническое образование, например, оно очень востребовано, но оно не популярное. То есть граждане сами выбирают себе специальность экономиста, того же самого юриста, только потому, что это престижно и модно. Никто не хочет получать среднетехническое образование, а оно необходимо. И при этом трудно найти работу Да. экономисту и юристу. Когда их много, да. А таких специальностей, как сантехник, электрик, их наоборот, они в дефиците. Их мало, да, и именно мало квалифицированных. Все дело в том, что потому что эти специальности модные, а другие нет? Вы знаете, да, каждый перед собой ставит разные задачи. Если человек хочет заработать денег, он пойдет и по средней технической специальности учиться, и в последующем работать и зарабатывать деньги. Если человек не обременен проблемами зарабатывания денег и может позволить себе посвятить себя той специальности, которая ему нравится, и он, да, ради престижа, ради того, что эта специальность ему нравится, он, да, может выбрать. Иногда родители так Иногда хотят. родители вмешиваются в этот вопрос, но я считаю, что ребенок сам должен разобраться над тем, что ему нужно и что ему подойдет. И считаю, что родители не должны вмешиваться в этот процесс. Все говорят о важности программы экономического развития. Достаточно ли просто иметь хорошую программу или нужны еще какие-то другие факторы влияют на развитие экономики? Вы знаете, на развитие экономики влияет множество факторов, как и внешние, так и внутренние. И даже внутриполитические обстоятельства, которые возникают в стране, также оказывают практически прямое влияние на развитие экономики. Это наличие полезных ископаемых, ресурсов, опять же, кадровая база, которая имеется, квалифицированные работники. Очень много факторов, здесь надо говорить предметно и конкретно о чем-то, чтобы прямо ответить на такой вопрос. Влияние оказывает практически все, даже внутриполитическая жизнь страны. Чтобы сделать рывок в экономике, откуда найти такой источник дохода? Все-таки необходим источник дохода, чтобы был такой рывок?
А знаете, как его? Ну, Это сельское хозяйство или это туризм? Что может дать толчок нашей экономике? Ниша туризма, она тихо-тихо заполняется, то есть туристическая деятельность, она, конечно, является существенным источником пополнения бюджета. Но я считаю, что на этом останавливаться не стоит, и нужно в разных направлениях развиваться. Вот вы сказали про сельское хозяйство. Я считаю, что сельское хозяйство должно быть одной из приоритетнейших сфер в области экономики, который стоит развивать, потому что сейчас оно находится, я бы сказал, не в лучшем виде. Потом надо учитывать то, что у нас много сельчан, то есть людей проживает в деревнях, они безработные. И сами климатические условия Абхазии, они дают возможность развивать эту сферу. И я даже хотел бы добавить вам, что я именно вижу, что само правительство, само государство должно организовать целенаправленную программу по развитию сельского хозяйства, потому что это сельхозпроизводство. У нас есть рынок сбыта, который представляет собой Российская Федерация. Это как бездонная бочка. Имея все необходимые условия для развития сельского хозяйства и производства сельхозпродукции, мы сможем эту нишу рынки сбыта заполнять. Нам нужно производство, и сельское хозяйство может это производство нам дать. Как государство может помочь, чтобы создать это производство? Это в виде кредитов или какой-то другой программы? В том числе я считаю, что это комплексный. То есть мы не должны какой-то однобокий подход использовать. Это комплексный. Вообще государство должно это стимулировать? Я считаю, что в рамках всего сельского хозяйства должно государство. То есть мы можем поддерживать представителей частного сектора, кто-то решил там птицеферму открыть, но мы не можем это глобально охватить. То есть у нас есть еще сельчане, которые способны производить сельхозпродукцию. И в более крупных масштабах я считаю, что это должна быть программа на государственном уровне. И я ее вижу, знаете, вот множество интересных моделей существует по всему миру. Есть такие кооперативные объединения. Я вообще считаю, что всем сельхозпроизводителям, сельчанам, способным производить сельхозпродукцию, нужно объединиться в кооператив под государственным началом, чтобы государство взяло на себя ряд обязательств по транспортировке, обеспечить рынком сбыта, для того, чтобы сельчанин, фермер, сельхозпроизводитель, который трудится, чтобы ему не пришлось думать о том, как сбыть свою продукцию. То есть он во всем мире, в капиталистическом устройстве мира есть такое понятие, как разделение труда. То есть у нас сельхозпроизводитель не должен быть в одном лице и сельхозпроизводителем и думать о том, как попасть на рынок, как найти место, чтобы реализовать свою продукцию. Вот. Я думаю, что эти все обязательства должно взять на себя в первую очередь государство. Объединить всех крестьян в кооператив, вот, и взять на себя обязательства по транспортировке той же самой их сельхозпродукции. Были такие похожие подходы, но они не все венчались успехом, потому что я считаю, что в некоторых случаях был опять же такой однобокий подход. Вот многие говорят, ну, государство не очень хороший собственник. Вот, допустим, я вырастил яблоки, да, и вот половина яблок, они не имеют товарного вида. Но это не значит, что эти яблоки должны испортиться, их должны выкинуть. То есть есть такое понятие, как сортировка и переработка, например. То есть из того же самого яблока можно сделать джем. Это мини-цеха. А то яблоко, которое имеет товарный вид, оно может попасть либо на внутренний рынок, либо на внешний рынок. Потом, опять же, говорить о вот действующих таких кооперативных механизмах, есть такое понятие, как вот ТЗП, торгово-закупочные предприятия, которые расположены в различных регионах и фактически по месту жительства сельхозпроизводителя сельхозпроизводитель имеет возможность сбыть свою продукцию и получить за это деньги. А у нас сейчас это немножко по-другому устроено. То у нас всего этого нету, и у нас есть между потребителем и сельхозпроизводителем есть посредник. Его называют перекуп, который очень негативно влияет на ценообразование у нас в стране. То есть фактически это закупается за копейки, сельхозпроизводитель от этого много не зарабатывает. Это в том случае, если он сам лично не имеет возможности реализовывать свою продукцию.
И перекуп по двойной, по тройной цене эту сельхозпродукцию продают на внутреннем рынке. Почему бы нам не устраивать ярмарки, например, выходного дня, где в субботу-воскресенье вы можете прийти и купить натуральную Что сельскохозяйственную для этого продукцию? необходимо? Инициатива, идейные люди, финансовые затраты. Вы знаете, финансовые затраты, вот что касается ярмарки выходного дня, здесь больших финансовых затрат нет. Вот у нас есть площадь перед сгоревшим Совмином. Чтобы это все сильно не ложилось на плечи администрации, достаточно там установить съемно-разъемные конструкции и дать возможность нашим сельхозпроизводителям напрямую доставлять продукцию своим потребителям. Рынки выходного дня. У нас же есть колхозный рынок для крестьян. Да. Но, к сожалению, как вы говорите, есть посредник, поэтому до Да. покупателя не доходит то производство, которое Вот тут которым большую роль занимаются играет сельчане. именно кооперативное образование. То есть в чем хорош кооператив, можно к нему относиться как к закрытому обществу. То есть там есть два участника. Там есть сельхозпроизводитель и есть государство, которое берет на себя часть обязательств. Но нету третьего места, там нет перекупщика. Сам кооператив будет давать возможность доставлять свою сельхозпродукцию напрямую потребителю без участия перекупщика. Это вот я считаю, что основная задача, которую нужно выполнить. Вы говорили о месте сбыта, о России. И в том числе. В том числе о и в России, том да. числе. Но до России мы и свой внутренний рынок не покрываем. У нас есть центральный колхозный рынок, и там не так много местной продукции. И если она и есть, то дороже, чем привозная. Для меня всегда было непонятно, почему на нашем местном рынке наша местная продукция, она дороже. Что происходит? То есть, чтобы понять вообще, почему такое происходит, это, если это имеет место быть, необходимо обладать определенной информацией. То есть мы должны, во-первых, знать, сколько завозится импортной продукции, сколько производится нашим внутренним производителям и сколько потребляет население, допустим, данного продукта. Вот. Это первое, что нам надо знать. Но в том случае, если говорить именно о ценах, почему мы не можем конкурировать, ну, как правило, это связано с тем, что наши предприятия, они гораздо меньше. И объемы производства тоже, соответственно, меньше. А чем больше объем производства, тем ниже себестоимость. И мы, как правило, имеем дело с российскими аналогами, с российскими конкурентами, у которых более высокие объемы производства, производство само более высокотехнологичное, и, естественно, себестоимость единицы такой продукции будет гораздо ниже. И у российских конкурентов есть возможность конкурировать в более широком диапазоне цен, нежели что могут позволить наши производители. Поэтому, да, такое частенько происходит. И конкурировать с российской продукцией бывает сложно. Вот. Тут, опять же, как регулятор должно государство вмешаться. То, что мы в экономической блокаде, если не говорить о России. Во всем мире, да, мы же не признаны, и мы, как правильно сказать, не знаю, частичной блокаде или в экономической блокаде. Это как-то влияет на развитие нашей экономики? Или нам достаточно, вот если есть рынок, пожалуйста, российский рынок огромный, и мы... Вы знаете, я считаю, что на самом деле в рамках Абхазии, если говорить за нас, как бы, да, опять же, рынок России – это бездонная бочка, которую можно заполнять и заполнять. На данный момент мы эту нишу еще достаточно хорошо не освоили. Я считаю, что нам нужно производство, нам нужен свой, как его, продукт национальный. Одной лишь России для хорошего старта, я считаю, что тоже достаточно на данный момент. Если говорить о других странах, да, конечно, это дополнительные возможности, они в любом случае не помешают. Но только одного российского рынка сбыта, если его надлежащим образом освоить, уже будет достаточно для того, чтобы... Этот вопрос можно решать в одностороннем порядке, зависит только от абхазской стороны? Я думаю, что этот вопрос можно решать обоюдно. Вот. Самое главное, чтобы были предложения выгодные и чтобы было надлежащее качество продукта, которое бы устраивало производителя, вот, национального нашего продукта, который нужно раскручивать и толкать на российский рынок. Еще мне непонятно, почему мы завозим те продукты в Абхазию, которые у нас есть.
фасоль, кукурузная мука, Да. вода. Почему мы должны завозить? И перечень большой, кстати. Почему мы должны составлять конкуренцию отечественному производителю? Знаете, как получается? Вот мы вот сейчас тоже вот этот момент, кстати, мы о нем сказали, о том, что а сможет ли наш внутренний производитель полностью обеспечить наш рынок сбыта? Вот в этом вопросе надо разобраться. Если он сможет обеспечить полностью своей продукцией, то, конечно же, здесь как регулятор должно государство вмешаться. То есть мы должны быть уверены, что у нас не будет дефицита этой продукции, что мы сами его произведем, и государство должно этот момент отрегулировать, чтобы в конкурентной борьбе наш производитель мог бороться с аналогичной, допустим, российской продукцией и вымещать ее тихо-тихо с нашего рынка. Все, опять же, упирается в объемы производства. Если эти объемы производства есть, и мы можем полностью все свои магазины заполнить нашей внутренней продукцией, то, несомненно, мы должны аналоги вытеснять. Если и получится организовать то, о чем вы говорили, вот эту программу развития сельского хозяйства, которая будет впоследствии там, стимулировать экономику, пополнять бюджет, все равно это не быстрые результаты. Нет, это кропотливый труд, это работа, это все, конечно же, надо налаживать. Это можно ощутить в случае того, что сегодня все это будет заложено эффективно, как нужно, то это мы можем ощутить через несколько лет, 5-10 лет, я не знаю, сколько на это уйдет время. Что может быть быстрым источником дохода? Я сейчас, может быть, задам непопулярный вопрос. Но ваше мнение как экономиста, я хочу знать, что вы думаете о добыче нефти в Абхазии. Нефть может стимулировать экономику, если мы хотим сегодня и сейчас получать большие деньги? Бесспорно, нефть может стимулировать экономику, и это может быть существенным, то есть это существенно может пополнить бюджет Абхазии, бесспорно. Но все зависит от того, какие приоритеты выставляет для себя государство. То есть мы будем извлекать нефть, получать от этого прибыль какую-то, но если говорить о темпах развития экономики, тут уже все зависит от той дорожной карты, которую выбрало государство, чтобы развивать те или иные сферы. Ну а то, что это пополнить бюджет способно существенно, это однозначно. Добыча нефти такую возможность нам даст. Да, вы сказали про выгоду для государства, какой будет там контракт, договор и так далее, я так понимаю, да? Долевое участие. Это правильно сказано или неправильно? Я плохо разбираюсь в терминологиях. Я понял приблизительно, что вы имеете в виду. Долевое участие, например, каких-то российских компаний. Вы это имеете в виду? Да. В некоторых случаях это может быть вынужденной мерой, потому что вообще в капиталистическом устройстве мира такие сложные проекты без инвестиций реализовать очень сложно. Поэтому в некоторых случаях оно необходимо. Я думаю, без инвестиций у нас и невозможно. У нас наверняка нет таких специалистов. Поэтому самое главное, чтобы договор о долевом участии, если мы об этом говорим, главным собственником все равно должно быть государство. Но мы не сказали вторую сторону этого вопроса, которая особенно будоражит наших жителей, о вреде экологии, что может быть экологическая катастрофа, что мы можем не получить этих денег и в то же время потерять свою визитную карточку, экологически чистую зону, навредить туризму и так далее. Но если мы не станем добывать нефть, осторожничать, чтобы сохранить свою экологию, но ее могут добывать другие, я так понимаю, Совершенно что у нас верно. на шельфе это Совершенно общее может быть и для Грузии, и для нас. То есть могут там быть другие компании, и в итоге, не дай бог, в случае какой-то экологической катастрофы мы получим результаты, но в то же время мы не будем иметь никакого отношения к добыче нефти. Если, допустим, произойдет какая-то экологическая, техногенная какая-то катастрофа, связанная с добычей нефти, то бесспорно пострадают и добытчики, и мы тоже. В любом случае, у меня нет четкой позиции в этом вопросе, потому что я считаю, надо
чтобы эксперты обсудили, люди, которые Да. знают эту тему и знали, высчитали и риски, и, может быть, и прибыль. Закрываться от этой темы не стоит. Я считаю, что не стоит, но вопрос безопасности должен быть на первом месте. А то, что добычи нефти экономически целесообразно, ну это однозначно. Это однозначно. Поговорим про банки, то, что вам близко. От чего зависит льготное кредитование, низкие проценты? Вот я лично не сталкивалась, не приходилось брать кредит, но люди, которые берут кредит, хотят открыть свое дело, часто жалуются, что очень большие проценты и невыгодно. Что такое льготное кредитование? Обычно такие проекты реализуются государством для того, чтобы, опять же, стимулировать и развивать определенные сферы экономики. И не только это экономики. То есть льготное кредитование может быть инициировано даже с целью поддержки каких-то слоев населения, там, пенсионеров, ветеранов войны и тому подобное. Но также оно может быть нацелено на развитие малого и среднего предпринимательства. Вот. И такие обычно проекты, они реализуются на уровне правительства. Вот. Ну, что касается высоких процентных ставок, да, это такой сложный момент, но дело в том, что процентные ставки, они в целом, то есть это не проблема самого нашего банковского сектора. Вот. Сами процентные ставки, они экономически обоснованы. Что я этим хочу сказать? То есть фактически сейчас коммерческие банковские учреждения не могут отпускать деньги по кредитам низкими процентными ставками. В таком случае как бы банки будут работать в ущерб себе. Банки, то есть вы говорите, что кредиты под низкие проценты невыгодны. И это можно объяснить простыми вещами. То есть деньги – это тот же самый товар. А чем товара меньше, тем он дефицитнее. Если товар дефицитный, то он стоит дорого. Вот то же самое у нас происходит с кредитами. Фактически так. И на это влияет, то есть это не вина именно банковского сектора, это проблема всей слабости экономики. То, что банковские учреждения не могут себе позволить кредиты по низким процентным ставкам. Получается, у нас мало денег в стране. Мало денег в стране, мало слабо работающая экономика, и все это в совокупности, все эти факторы вот дают такие вот результаты. Обычно помогает решить вопрос с дефицитом наличности, это безналичные расчеты. Чем больше людей, например, пользуются пластиковыми картами, имеют цифровые, так сказать, кошельки, расплачиваются с карты, это снимает немножко такой вот груз с банковского сектора. В необходимости постоянно иметь, например, те же самые наличные деньги. Ввести в экономику цифровые методы, вы имеете в виду сейчас? Об этом Ну, мы они говорим? уже частично существуют. На самом деле, сейчас вот если спросить, опросить граждан страны, то практически у каждого второго есть карта нашего Сбербанка, российского Сбербанка, того же онлайн-банкинга типа Тинькофф. Уже люди как бы пользуются пластиковыми картами. И для банковского сектора любые безналичные расчеты – это такая небольшая разгрузка. И практически в магазинах появляются эти терминалы, где Да, можно расплачиваться картой. да, Это удобно. Если брать пример лидеры в экономике, это какие страны? На какую модель мы могли бы засматриваться? Вот какую бы мы могли применить? Ну вот опять же, если говорить о 4 азиатских тигров, среди которых один из ярких представителей – это, конечно же, Сингапур. То есть это все, в принципе, страны, которые отличились за короткий период времени быстрыми темпами роста экономики. Вот. И среди них, да, выделяется ярко очень Сингапур. Но я думаю, что, как его называют, сингапурское чудо. Экономическое чудо Экономическое Сингапура, чудо, да.
Я думаю, что это экономическое чудо, опять же, можно поделить на два аспекта. Это сугубо экономический аспект и внутригосударственный подход, внутригосударственная политика, которая была нацелена именно на граждан Сингапура. То есть вот эти два момента, они привели к тому, что есть сейчас, каким мы видим сегодня Сингапур. С точки зрения вот того, если говорить об экономическом подходе, это грамотно выставленная дорожная карта. Вообще Сингапур — это же островное государство, и там фактически нет никаких полезных ископаемых, там нет ни ресурсов, там не было нормальной кадровой базы, то есть это было малообразованное население. Но самое интересное, что несмотря на все это, не имея полезных ископаемых, не имея нефти своей, там есть нефтепереработка. Там есть нефтепереработка, которая дает большие возможности обеспечить тот же самый Сингапур сейчас своими видами топлива. То есть поступает сырье, допустим, необработанная, та же самая нефть, и она делится на 3 фракции: керосин, бензин, дизельное топливо. И не имея своей нефти, нынешний Сингапур организовали нефтяную промышленность. Смог обеспечить топливом свой внутренний рынок. А потом, что касается... Кстати, не за счет своих внутренних ресурсов же они привлекали инвесторов. Да. Дело в том, что опять если говорить о нефтепереработке, почему это стало экономически целесообразно? Дело в том, что сам Сингапур, он находится на стыке крупных морских торгово-морских маршрутов. И завозить нефть туда целесообразно и выгодно. Поэтому они организовали нефтепереработку и смогли себя обеспечить сравнительно недорогим бензином. То есть он бы, если бы они в чистом виде покупали бы бензин, он бы им обошелся бы гораздо дороже, нежели они сами его получают с помощью нефтеперерабатывающей, так сказать, промышленности. И еще такой момент хотел бы сказать, что повлияло на развитие Сингапура. Там ведь не было кадровой базы, не было специалистов. Можно сказать, что население было малообразованное. И опять же, здесь государство выступило как регулятор этого момента, и сингапурцы обучались по всему миру, получали согласно той дорожной карте, которую выбрал для себя Сингапур, те сферы, которые развивают, то есть это микропроцессоры, производство микропроцессоров, полупроводников, это машиностроение. Согласно этой дорожной карты, сингапурцы получали узкоспециализированное образование и потом делали свой вклад в развитие, становились менеджерами, директорами предприятий. И фактически лидер Сингапура Ли Куан Ю создал новую нацию, более образованную, которая сейчас управляет крупным бизнесом в стране. И второй момент – это именно внутригосударственная политика. Увы, конечно, тоже как один из элементов, который повлиял на развитие Сингапура. Внутригосударственная политика, увы, она отнюдь совсем не демократические методы носит. То есть там были приняты жесткие меры. Дело в том, что в том же самом Сингапуре были проблемы с преступностью. То есть там были триады, это такой азиатский образец мафии. И процедуры арестов были настолько упрощены, чтобы посадить человека в тюрьму, достаточно было 3 свидетельств анонимных, и людей сажали в тюрьму. То есть это тоже один из аспектов, который повлиял на ту картину, которую мы видим сейчас. То есть без такого подхода, чисто сугубо экономический подход, если взять, то есть одного экономического подхода и правильной дорожной карты бы точно не хватило для того, чтобы сделать Сингапур таким, какой он есть сейчас. Если бы не удалось навести порядок, устранить коррупцию, Сингапур не стал бы привлекательным, в том числе и для инвесторов. Успех Сингапура – это доверие инвесторов к Сингапуру, писал кто-то. А в нашем случае, мне кажется, мы немного побаиваемся этого мира. У нас есть свои страхи, а Ли Куан Ю в свое время, наоборот, ездил по всему миру и приглашал богатых людей и предлагал вкладываться в Сингапур. Без инвестиций, конечно же, такого толчка бы не было. Ключевую роль сыграли именно инвестиции.
Немножко о политике. Экономическое развитие зависит от политической стабильности или наоборот? Если в экономике все будет крепко, то будет и стабильная политическая ситуация. Вы знаете, трудно сказать, но я думаю, что все-таки от политических условностей, от политического климата в стране зависит все дальнейшее развитие республики, и в том числе и экономическое тоже. Я думаю так. С чего так нам начинать? С экономики или с политики? Вы знаете, я думаю, что нам не стоит это разделять. Я думаю, что это должно двигаться параллельно друг другу. То есть это должно параллельно друг другу двигаться. Мы не можем, это абсолютно разные вещи, но они косвенным образом на друг друга оказывают влияние, и мы должны двигаться параллельно. И улучшать внутренний политический климат, и с экономической стороны выработать соответствующую программу, такую дорожную карту, чтобы развивать необходимые нам сферы экономики. Стабильный политический климат зависит и от политической элиты. Может быть, даже не а во многом зависит от политической элиты, от политической культуры. С этим у нас непорядок, или вы так не считаете? Вы знаете, что касается политической элиты, как бы она у нас есть, в любом развитом демократическом государстве присутствует политическая элита, и надо с этим считаться, что она у нас тоже есть. Давайте попытаемся понять, что такое... Кто входит в политическую элиту? Политическая элита — это, как правило, люди, которые, допустим, принимают участие в той же самой политической жизни страны. То есть это могут быть руководители каких-то общественных объединений, политических партий, и также это могут быть госслужащие. Случайный человек может быть в политике? Вы знаете, случайный человек может быть в политике. Конечно, может. Любой может быть в политике. Любой гражданин, это и законом не запрещено. Любой гражданин республики, если он хочет, он может заниматься политикой. Я все-таки считаю, что в политике должны быть люди, которые имеют в этом опыт. Мне кажется, нельзя начинать свою политическую деятельность, например, с депутата парламента или с министра. Мне кажется, все-таки должен быть какой-то опыт. Есть же меньшие звенья, городское собрание, политические партии. Обязательно, мне кажется, через политические партии должны проходить политики. Здесь с вами не поспоришь, но тем не менее хочу добавить, что самое главное, я думаю, что это нужно любить свою родину и нести с собой созидательную повестку. Что-то созидать, что-то сделать хорошее. Если у человека исключительно благие намерения, то, я думаю, это тоже является таким поводом. Кто из политиков говорит, что неблагие намерения? Все говорят, что они любят свою страну. Может быть, так и желают, но на самом деле это все должно быть подкреплено действиями. И не только действиями, я считаю, что интеллектом, образованием. Интеллектом в том числе. И государственное должно быть мышление. Да. То есть человек должен понимать, когда мы говорим о государственном мышлении, это в первую очередь не личные интересы, это самое главное. То есть мы должны строить государство, в котором общее преобладает над личным. И я думаю, что даже граждане, гражданская позиция должна быть такой, что мы не ради себя что-то делаем, а ради нашей страны. И я думаю, считаю, что все должны так мыслить. И в том числе, конечно же, государственные деятели. То есть общенациональные интересы, они превыше личных интересов. Это самое главное. Я считаю, что даже нам нужна национальная идея, в которой это будет озвучено. Именно озвучено то, что общие интересы должны превалировать над личными интересами. Я думаю, что даже все внутриполитические проблемы, корень этих проблем именно являются личные интересы. Тогда люди, которые, как вы говорите, должны в себе нести эту национальную идею, чтобы личные интересы были ниже, чем государственные, общие интересы, скажем, не личные интересы выдвигать, а общие интересы. Тогда люди должны быть к ним должно быть доверие, что... К власти должно быть доверие. К ним должно быть доверие, что их слова обязательно совпадают с их поступками. К сожалению, в последние годы так много критикуют именно эту сферу политическую,
так много критикуют руководителей и политиков, критикуют, что мы даже до конца не можем разобраться, достоин этот человек нашего доверия или недостоин, потому что в целом картина очень серая, очень такая удручающая, что если ты политик, значит тебе не доверяют. Действительно, у нас фактически можно сказать, что у нас раскол такой небольшой в обществе. Ну, небольшой, Вы говорите, наверное, небольшой, мягко приукрашиваете. сказано, да. Не хочется, конечно, так в серых тонах все преподносить, но тем не менее, да, это имеет место быть. Я считаю, что в данном случае, если брать какие-то готовые модели, на самом деле в мире существуют механизмы, способные как бы вот эти все негативные ситуации внутриполитические, которые возникают, максимально нивелировать. У нас что происходит? У нас происходит следующее, что обстановка внутриполитическая накаляется, и это все может привести к преждевременной смене власти, к митингам, которые могут иметь нежелательные последствия. Вот. Поэтому есть определенные механизмы, например, механизмы прямой демократии, которые дают возможность гражданам республики совершать такой некий акт волеизъявления. Мы можем к этому относиться как к референдуму. Ну, вот возьмем в пример ту же самую Швейцарию. Вот там достаточно любому гражданину Швейцарии собрать 50 тысяч голосов и заблокировать любое решение парламента, правительства или изменить даже повестку какого-то политического объединения. И это называют методами прямой демократии. И таким образом усилить гражданскую позицию, чтобы граждане республики тоже могли корректировать мнением большинства деятельности политических объединений и руководства страны, и чтобы вот двое участников всей этой внутриполитической арены, они могли отталкиваться от мнения большинства. Может, это и неплохо, что у нас люди все интересуются политикой? Или это все-таки плохо? Все зависит от того, что преследует человек. Это опять все упирается. Если человек действительно несет за собой созидательную повестку и что-то хочет сделать хорошее для своей страны и с этой целью интересуется политикой, тогда это хорошо. У меня такой вопрос. В марте у нас парламентские выборы. Сейчас уже об этом много говорят, и будет наверняка много кандидатов, желающих попасть в парламент. Чтобы иметь профессиональный парламент, парламент, который может принимать нужные законы, которые повлияют на и развитие нашей страны, и повлияют на жизнь наших граждан. Как правильно делать выбор? Как граждане должны понять, что мы голосуем не за соседа, не за брата, не за однофамильца, а за то, что вот 5 лет этот человек, кому мы отдаем голос, должен принимать нужные законы. Как до сознания дойти, что мы должны голосовать по-другому? Мы выбираем этот парламент. По этому вопросу что можно сказать? Сама модель выборов в парламент, я считаю, что у нас сейчас мажоритарная модель, вот, она очень сильно устарела. Вот, и на мой взгляд, что нужно производить реформы на законодательном уровне и менять саму модель выборов. Вот, и переходить либо к пропорциональной системе выборов, либо к смешанной, то есть какую-то мажоритарную часть оставить, допустим, что все-таки от каждого региона, от каждого округа человек, непосредственно житель этой области, представлял интересы, а другую часть сделать пропорциональной, чтобы она формировалась по открытым спискам партийным. Вот. Я считаю, что это тоже может быть каким-то выходом из этой ситуации, потому что если говорить именно о пропорциональной части, то мы можем выбирать себе, мы фактически голосуем за партию, за те открытые списки, которые она нам предоставляет в рамках всей республики. То есть мы уже лишаем себя возможности голосовать за соседа, голосовать за друга. То есть эта сама система, она создает новые условности. Но новые это решение надо принимать на законодательном уровне, Да, должен принимать да. этот парламент. Да, да.
Ну, к сожалению, пока я не слышала, что Вот. была А так, такая конечно, инициатива, чтобы менять Хочется обратиться к систему гражданам, выборов. чтобы граждане не голосовали за свои личные интересы, не голосовали за асфальт в своем районе, а голосовали с целью общенациональных интересов сделать что-то, чтобы пришли люди, которые действительно будут трудиться на благо республики. Если говорить о голосовании по партийным спискам, для этого должны быть партии, они должны заниматься своей политической деятельностью. Что не скажешь, у нас около 11 партий, по-моему, если я не ошибаюсь, в Минюсте зарегистрированы. Но однако, сколько партий мы видим, которые занимаются общественно-политической жизнью страны? Вы знаете, в любом случае, как бы ни было, я считаю, что партия – это немножко другой фильтр. То есть этот фильтр гораздо лучше, нежели местное население выбирает для себя человека в парламент. Лучше пусть это происходит на партийном уровне, на уровне того же самого политсовета, который определит лучших представителей своей партии, лучших кандидатов, более образованных, более грамотных, которые могут пополнить ряды депутатов в парламенте. Мы так много говорили сегодня и о политике, и о экономике. Я надеюсь, нашим зрителям было интересно. Есть вещи, которые я узнала, как что-то новое для себя. Мы мало говорили о вас. Обычно я в рамках интервью всегда пытаюсь узнать о человеке, его качество, его характер. Есть у вас любимое занятие? Как вы отдыхаете? Отдыхать, конечно, хорошо, когда есть на это время и есть возможности. Ну вот обычно, когда появляется свободное время, я его пытаюсь на семью тратить, потому что в основном с понедельника по пятницу, вот все такие основные будние дни, не получается уделить должное внимание своей семье, супруге, сыну. Сын хочет гулять, он любит детские площадки, его надо везде водить. Вот. И не всегда получается, и когда я могу найти свободное время, я пытаюсь его находить постоянно, я его в основном уделяю семье. И, увы, немножко реже стал уделять друзьям, но друзья это понимают, но мы все равно... Друзья, это история до женитьбы, мне кажется, нет? Да, но все равно есть закадычные друзья. Вот, и мы, когда долго не видимся, начинаем скучать, и обоюдно у них точно такие же проблемы, и они так же, как я, пытаются найти время, и хотя бы раз в неделю мы вот где-нибудь пересекаемся. Говорят же, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. О чем вы говорите с друзьями? Мы говорим обо всем, мы все обсуждаем, и о политике говорим, о каких-то новых технологиях, кино обсуждаем, какие-то произведения, часто об истории говорим, о мировой истории, о нашей истории. Есть такие товарищи у меня, которые историей интересуются, и вот они такую свою влепту вносят в наш небольшой круг. Проблему отцов и детей никто не отменял, это вечная проблема. А если старшее поколение считает, что они могут управлять государством, что среднее поколение, вас совсем молодым поколением тоже не назовешь ваше поколение, ну среднее поколение. Наверное, да. Может, вы согласны с тем, что вы менее патриотичны, чем старшее поколение, что вот с ними надежно, а вот вы все-таки немного по-другому смотрите на жизнь? Вы знаете, раньше жизнь тоже другая была, другая пропаганда была. Раньше был Советский Союз, и нация была как бы, люди были более сплоченные, и у всех была одна задача, один путь к светлому будущему. Патриотизм, он начинается, наверное, с национальной идеи, с общего стремления каждого гражданина. Почему строительство своего государства не может быть нашей национальной идеей? Мы же об этом говорим. Да, но это надо пропагандировать, над этим надо работать, это надо, чтобы это выходило в массы, понимаете, формировать вот такое вот сознание, о чем вы говорите, в наших гражданах. Мне кажется, все это есть, но просто все это есть на словах. Это не наполняется нужным содержанием, а то, чтобы наполнилось нужным содержанием, наверное, нужны какие-то другие решения. Опять мы вернулись в политику. Опять, да. Спасибо вам за интервью. Удачи вам. Очень хорошо, что у нас есть такие люди, как вы, о которых мы не знаем, но которые наполнены этим содержанием,
кого интересно слушать. Часто мы знаем публичных людей, часто берем интервью одних и тех же, и мы говорим, что у нас дефицит человеческих ресурсов. А вот и нет. Есть такие люди в нашем Отечестве, просто не все они на виду. Спасибо за интервью. Вам тоже спасибо большое. Спасибо.